Наш сад вырубили, и на его месте выросли хозяйственные постройки. Ахтем хотел было постучать в ворота и попросить разрешения пройти во двор, но я мягко взяла его за руку. Не надо, Балам. Все, что было, осталось в моем сердце. Я не хочу, чтобы память о моем детстве вытеснялась чужой картинкой. Лишь одно осталось неизменным – старая проселочная дорога, что вела от дома к бывшему базару. И я, пожилая женщина, всегда аккуратная, чистоплотная, сдержанная, вдруг сделала то, чего сама от себя не ожидала. Я сняла обувь и пошла босиком по этой дорожке. Так я делала в детстве, и так я сделала сейчас. Как измерить масштаб трагедии целого народа? В сухих цифрах статистики или в слезах одной женщины? Филолог по образованию и будущий психолог Нияра Курбанова выбрала второй путь. Ее дебютная книга «Хасиде. Нитями судьбы» состоит из воспоминаний о ее бабушке Хасиде, чья жизнь стала отражением судьбы всего крымско-татарского народа. Идея возникла при просмотре семейного фотоальбома. Я поняла, что многих родственников я не знаю факты об их жизни, а даже те, которые я знала, когда в детстве слушала истории рахметли бабушки, очень много уже начало забываться. И я подумала о том, что если я в данный момент многого не помню, то что я смогу передать своей дочери, с ее будущим детям, своим внукам. Лучшего варианта, чем записать информацию на бумагу и сохранить ее, мне кажется, еще не придумали. А для того, чтобы эта информация точно дошла бы до потомков, она должна быть в нескольких экземплярах. А тогда я начала собирать какие-то факты из жизни своей бабушки, о своей семье. Я все это записала, и когда я уже села все это оформлять в текст, у меня получился художественный рассказ. То есть изначально идеи создать книгу у меня не было. За 2 месяца Нияра Курбанова перенесла на бумагу историю своей бабушки, сплетая воедино свои филологические навыки и психологическую чуткость. Читая книгу, мы слышим голос самой Хасиде, мудрой женщины, которая ведет по лабиринтам своей памяти. Повествование у меня получилось от первого лица. Эта книга не о депортации. Это книга о жизни, о судьбе крымско-татарской женщины, на долю которой выпала война. Ее брат ушел на войну и пропал без вести. Потом их депортировали в Кострому. После Костромы они переехали в Узбекистан. Потом долгожданное возвращение на родину. И здесь, в этой книге, не только тяжелые моменты. То есть эта книга абсолютно не тяжелая, нет. Там есть вера в будущее, там есть, как моя бабушка выходила замуж, там есть момент, в те времена в Костроме, естественно, все это было запрещено, какие-то там никях был запрещен, какие-то празднования были запрещены, и народу в целом было не до этого, но они настолько они были сильны духом, что они собрались в узком кругу, ее сестра, их будущий зять, моя бабушка с моим дедушкой, и, взяв обычный казан, наигрывали хайтарму, и отпраздновали это событие, отпраздновали замужество моей бабушки. Про дуалар, о традициях. Рассказывая о своей бабушке и близких, Нияра Курбанова возвращает голоса всех, кто прошел через подобные испытания. Эта книга, она об одной семье, о моей семье, о моей бабушке, но каждый крымский татарин, читая, узнает себя. Поэтому эта книга, она близка каждому из нас. Еще эта книга, она вдохновила многих на общение со старшим поколением. Те, кому повезло, у кого еще живы бабушки и дедушки, моей бабушки уже нет среди нас 19 лет, и я рада, что эта книга стала поводом для такого доброго, благого дела. 400 экземпляров есть на данный момент. Если через 100 лет сохранится хотя бы 50 книг, и если из этих 50 книг хотя бы 3-4 будут прочитаны, то это уже будет большой гордостью, большой честью для меня, потому что те люди, наши потомки, которые будут жить через много лет, они поймут, какими были не только мы, а допустим, моя бабушка, рожденная 100 лет назад.